Форум «Республика Коми без барьеров» стартовал сегодня в Сыктывкаре. Мероприятие – часть программы федерального Минэкономразвития по поддержке социально ориентированных организаций, созданных инвалидами, в области универсального дизайна и создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Среди участников маломобильные граждане, федеральные спикеры и священнослужители. Дело в том, что предмет обсуждения сторон – не обычные здания, а храмы и монастыри. Как сделать их доступными, выясняла Таисия Жакова. Попасть в главный храм региона без посторонней помощи – задача для человека в коляске крайне сложная. Протестировать входную группу Свято-Стефановского собора просим общественника Илью Костина. Деревянный пандус, видимо, сооруженный не специалистами и без соблюдения норм, сразу не вызывает доверия. Поручень должен начинаться за 30 сантиметров до начала пандуса. И этот угол наклона очень крайне опасен, так как без посторонней помощи я просто могу назад перевернуться. Приходится вот так держаться. А дальше никак. Просто проехать обратно будет еще труднее. О нижней части храма и речи нет. По крутой лестнице человек с инвалидностью сможет спуститься только с помощью нескольких человек. Илья Костин уверен, обустроить входные группы не проблема. Однако в столице Коми доступных церквей и храмов практически нет. Есть нормы определенные на пандусы, на входные группы. И в целом ничто не нужно больше выдумывать специально что-то для храма. То есть нужно соблюдать определенные нормы СНИПы, которые, если при выполнении, они будут доступны абсолютно для всех. Причина такой недоступности банальна. Раньше или не предусматривали приспособления для инвалидов, или просто строили без проектов. Об этом говорят представители сразу нескольких церквей. В маленьком храме, возведенном 20 лет назад в микрорайоне Орбита, для пандуса просто нет места. Маленький храм на 80 человек рассчитан, ступеньки узкие, и нам еще пандус. Пришлось просто делать доски, чтобы на размере коляски, чтобы именно могли заехать, чтобы было удобно людям ходить таким. Потому что если мы пандус сделаем, то невозможно будет людям так просто проходить. Даже когда проектируют, эти проекты у них неудачно происходят. А потом мы вот следом за этими уже мраморными пандусами делаем просто деревянные по своей возможности. Вы знаете, как бы хорошо было, если бы это бы МЧС и архитектура заранее все бы требовала в исполнении. Тогда бы жизнь совсем была другая. Впрочем, обустроить дорожки и пандусы только полдела. Нужно создать условия для получения доступных услуг, в частности, туристических. Паломнический туризм сегодня один из приоритетных. Минкульт региона как раз сейчас налаживает контакт с паломнической службой «Радонеж». Это московская организация, которая имеет представительство по всей России и за рубежом. Жителям других регионов наши святые места крайне интересны. Уже планируется организовать паломнический тур в Усть-Вым и Усть-Кулом. Если сотрудничество будет выстроено, работать над доступностью придется усиленно. Есть во всем мире этот опыт, во-вторых, он уже есть и в России. И здесь самое главное, это, конечно, доступность в первую очередь физическая. Это ведь совершенно несложно сделать деревянные тропинки в тех же заповедниках, предположим, да, или там в тех же парках, еще где-то. Это не так сложно продумать вопросы вхождения в наши объекты, в те же храмы, предположим, музеи. Это все физически возможно, но надо еще думать и о том, что есть другие люди, у которых есть проблемы со слухом, со зрением, и для них мы тоже должны создать условия. И поэтому это все возможно при минимальных затратах, разумных приспособлениях, это все возможно. Нужно просто объединить усилия. От федеральных экспертов участники получили не только ценные советы, но и целое пособие. На конференции презентовали издание «Как сделать храм доступным для всех», где описаны основные проблемы при проектировании таких объектов. И приведены необходимые данные вплоть до высоты поручней и формы дверной ручки. Продлится форум до 3 ноября. Таисия Жакова, Павел Юлиан-Мин, телеканал Юрган, Сыктывкар.